Так, давайте перейдем к нашей постоянной теме взрывы ТОН в 99 году, и мы потом дальше уже сможем обсуждать другие темы и буду отвечать на ваши вопросы. Так, сейчас одну минутку, я найду это видео. Вот оно, это видео. Так, здесь, у меня есть еще заготовки, я сегодня просто не буду всем вас загружать вот этой информацией, вы и так ее видите. Покажу просто новости, которые 14 сентября 1999 года вышли с Татьяной Митковой. Я часть отрывок их показывал вам. Но меня заинтересовала одна личность. Это Николай Куликов, начальник Главного управления внутренних дел Москвы. Через несколько, забегая вперед, скажу, через несколько недель Николай Куликов был снят со своей должности. Давайте все по порядку. Давайте включим новости, посмотрим новости, погрузимся в эту обстановку того времени. И после этого уже мы сможем, уже вернемся к обсуждаемой теме. Так, приятного просмотра. Напоминаю, это третий взрыв дома после Буйнакска и одного взрыва в Москве. И вот в этот день, 14 сентября, должен был быть день траура, объявлен уже день траура. И в этот же день произошел новый взрыв. Тоже обратите внимание, еще есть на российском, на первом канале ОРТ, такой есть канал, я его вам тоже сейчас постараюсь показать. Потому что тоже очень важно. Вся ссылка идет на детей. Во-первых, конечно же, это нормально, когда журналист освещает именно вот такую картинку. Но когда освещают, показывают убитых детей, конечно же, это звери, это не люди, кто такое творит. Но когда совершается вот такое преступление, еще преступник не обнаружен, не идентифицирован, как мне иногда тут предъявляют, что я не соблюдаю принцип презумпции невиновности по отношению к России, к Путину или к ФСБ, то вот вам наглядный пример, как весь народ объявляется террористом и уже готовится начать войну. Хотя уже все, в принципе, готово. Общественное мнение народа, населения России подготавливается вот такими фотографиями детей. Конечно, это ужасно, но убивал вот этих детей Путин, Патрушев, Шойгу, Ельцин и так далее, и так далее. Вы всех их увидите в кадре. Обязательно, я вам это все буду показывать. Вот выступление Шойгу я хотел бы вам здесь показать. И то, что делается акцент на детей. Вот. Я вам покажу Шойгу, который был министром МЧС и занимался сокрытием преступления. Сокрытием следов преступления. Правоохранительные органы, министр МВД Рушайло занимался полностью контролем этого преступления. Он был обязан на собрании, совещании вот этих силовиков, когда были задержаны двое ФСБшников в Рязани, сказать, конечно, об этом. Но, конечно же, все силовые структуры и все сотрудники, офицеры российские, русские не были посвящены в план Путина и Патрушева, Ельцина и других террористов по взрыву своих же граждан. Это вообще уникальный случай, это исторически уникальный случай, который же мы, конечно же, будем в обязательном порядке доносить до общественности. Так вот, Шойгу занимался зачисткой завалов, сокрытием следов преступления. Смотрите, что говорит на месте преступления Шойгу. Шойгу не уволен. Всех, кого вы увидите в кадре, которые не уволены, которые остались при своих должностях и выросли в своем должностном, карьерной своей лестнице, и которые выросли, и эти люди являются соучастниками. Потому что только слепой идиот этого не видит, а по должностному по своим обязательствам эти люди обязаны были предпринять какие-то шаги. И я вот расскажу вам сегодня, какие шаги принял, например, Николай Куликов, такой был, начальник ГУВД.
Давайте послушаем Шойгу. Подавал признаки жизни. По чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу одним из первых прибыл на место трагедии. Надеемся, что вот в правой части здания, потому что она села сверху, наибольшая вероятность найти все-таки живых, и пока именно там находим живых. Пока находим, и собаки показывают, и обнаруживаем. Надеемся сейчас вот где-то тут в самое ближайшее время поднять двоих. Увы, этим надеждам не суждено было оправдаться. С каждым часом спасатели обнаруживали все новые безжизненные тела и останки погибших. Прибывший одним из первых на место взрыва пожарный рассказал нам о страшной картине, которую он увидел. Взрыв был ориентировочно в 5 утра, где-то 10, максимум 10 минут 6 мы были здесь. Стояла пыль от взрыва, вот, все было в темноте. Первая подъехала 24-я рота, она здесь располагается рядом на Каширском шоссе, к скорой помощи. Да, перемотаем немножко. Вот все, что было на первый момент. Вокруг развалин гнетущая атмосфера. Туда, где под обломками спасатели искали людей, пытались прорваться родственники и знакомые, тех, кто жил в этом доме. Потерявшие надежду люди не знали, что делать. Мэра Москвы Юрия Лужкова до сих пор не видели в таком угнетенном состоянии. Никаких слов для прессы. Спасатели целиком поглощены адской работой. Работает специальная техника, краны, но в основном обломки разбираются вручную. Вокруг представители спецслужб и МВД. Уже не выдвигается никаких версий, все убеждены, что знают, чьих это рук дело. Вот, смотрите, вот теперь третий взрыв, все уже знают, и представитель ФСБ, вот этот Зданович, рассказывает, что почерк одинаковый предыдущих двух взрывов, это Буйнакск, то есть Дагестан, связывается это с Басаевым, и Москва, и вот второй взрыв в Москве. Все, теперь уже окончательно все знают, что это сделали чеченские террористы, а никакие не путинские соколы. Один и тот же, что в Печатниках, что здесь. Схема применяется преступниками следующая, как сейчас мы уже установили. Если русские, россияне, русские, в том числе и дагестанцы, и другие люди, которые считают себя россиянами, вот этого человека не посадят в тюрьму, просто всем русским и всем россиянам грош цена, ну всех остальных тоже, но вот этот мерзавец, и мы лично, чеченцы, имеем к нему личные счеты, мы будем делать все, чтобы этот преступник сел в тюрьму. Это первое лицо, которое начало озвучивать, что весь чеченский народ виноват, что Басаев виноват, что мы террористы и нас надо всех убить. Вот этот начал первым. Но он не один, конечно. Там просто должен быть процесс наравне с Нюрнбергским трибуналом. Это должен быть очень большой процесс. Там будет очень много лиц сидеть. Некоторые уже, конечно, умерли, но есть еще в живых много мерзавцев. Это нанимается помещение, складское либо пустующее помещение, арендуется на какое-то время, закладывается в него взрывное устройство, взрывчатка закладывается и происходит взрыв. То же самое было и здесь. По той информации, которую мы сейчас имеем, в этом доме был склад или магазин старой мебели, при нем склад, и он то же самое арендовался. Журналистов просят оказать помощь, распространить информацию о тех, кого считают устроителями террористического акта. Просьба сейчас ко всем предпринимателям, ко всем гражданам, которые что-либо знают. Вот запомните вот этого человека. Его зовут Николай Васильевич Куликов. Это начальник Главного управления внутренних дел города Москвы. Этот человек через несколько недель будет снят со своей должности. Но мы не услышали расследования, конечно, от Николая Куликова. Он судился за свою должность, пытался восстановиться, но восстановиться ему не удалось, хотя было решение в его пользу. Ну, давайте послушаем, что говорит Колян Куликов. Это об этом человеке, который под фамилией, под документами Лайпанова Мухита Назировича снимал в аренду помещение. Просьба. Вот этот человек, по словам главного управления внутренних дел Москвы, это ГУВД Москвы, самый, можно сказать, главный человек на земле города Москвы, выдает информацию про Лайпанова. Вот у него есть такая фотография, и этого Лайпанова никто никогда больше не увидит и не поймает. Именно вот этого человека на фотографии. Но вот начальник ГУВД, не знаю,
для чего он это делает, но вот он уже сразу выдает такую информацию. Позже я связываю это только с тем, что он отказался идти на поводу у тех, кто взрывал эти дома, и он был снят со своей должности. Все остальные, вплоть до Жириновского, который там услышал, как Селезнев, председатель Государственной Думы, сказал, что взрыв в Волгодонске, хотя взрыв произошел вот именно об этом доме, который сейчас мы обсуждаем, второй дом в Москве, уже Жириновский объявит в этот же день или на второй день, в этот день, как раз сегодня, 14 сентября 1999 года, Жириновский скажет на заседании Государственной Думы, скажет председателю Государственной Думы Селезневу, что вы 3 дня назад сказали, что взрыв будет в Волгодонске, а взрыв произошел только через 3 дня, он скажет. Сегодня взрыв произошел, все, я перепутал. Сегодня произошел взрыв в Москве, и Селезнев объявил, взрыв произошел в Волгодонске. И через 3 дня только произойдет взрыв в Волгодонске, и Жириновский через 3 дня, не сегодня 14-го, а через 3 дня Жириновский скажет, что вы говорили, что взрыв произошел в Волгодонске, но произошел он только через 3 дня. И только лишь за это Жириновский, за то, что молчал, получил должность зампредседателя Государственной Думы и пробыл до 12-го, по-моему, или 11-го года там на этой должности. Куликов же, вот этот Николай Куликов, отказался получать какую-то должность, проявил какую-то строптивость, но не хватило духа продолжить это дело и довести начатое до конца. Хотя Николай Куликов несет прямую ответственность за расследование этого дела. В его городе, в его ведении было взорвано 2 дома и погибло несколько сот человек. Там в Москве погибла большая, по-моему, часть людей. Более 100 человек погибло в этих взрывах этих 2 домов. Но где русский офицер и честь и доблесть, они ходят в разных местах. Русский офицер и честь и доблесть — это как планета Меркурий и какой-нибудь Марс. Вот так далеко они друг от друга. Срочно сообщить в органы внутренних дел, ближайшие органы внутренних дел, или по телефону 02. Представители силовых структур не отрицают, что могут быть новые террористические акты. И тут происходит неожиданное. Примерно в 10:30 появляется информация о том, что соседние дома заминированы. Начинается паника. Как выяснилось, в подвале одного из близлежащих домов обнаружены ящики, в которых, как предполагали, находилась взрывчатка. К счастью, эта информация не подтвердилась. В ящиках нашли бутылки с растворителем. Но место трагедии все равно было оцеплено в радиусе 300 метров. Если вы понимаете, что происходит, нагнетается обстановка, и народ, который рядом находится, да, чтобы не было каких-либо стихийных митингов, чтобы не началось разбирательство, потому что люди тоже думают. Они же понимают, что нет смысла чеченцам взрывать людей, да, в Москве. Они не взрывали за 2 года войны, они не взрывали 3 года вот этих русских провокаций на территории нашей Чеченской Республики Ичкерия. Никогда мы не взрывали. И даже какие-то взрывы, которые нам приписывались, то есть имеется в чеченской стороне, там теракты какие-нибудь, чаще всего задерживались или какие-то левые непонятные люди, или объявлялись какие-то непонятные левые люди, или же это были прям на месте, погиб один раз там один из банды Лазовского, ФСБшной банды, когда подкладывал взрывчатку на электропоезд, на железнодорожные пути, электрички. Ну и так далее, что все прекрасно понимают, многие, по крайней мере, понимают из офицеров, из других людей, что все-таки не чеченцы, нам невыгодно это было. Мы не взрывали русских, мы никогда этого не делали ни до, ни после. Мы не имеем никакого желания убивать кого-либо. Мы хотим просто жить без русских. Это наше законное право. Никогда мы не захотим жить с русскими. Никогда в своей жизни. Все, это навсегда. Но это не значит, что мы вас убиваем и взрываем, дорогие россиянцы.
Вновь приезжает мэр Москвы. И вот делается такая провокация, нагнетается, чтобы людей разогнать. Сегодня делает жесткие заявления. А теперь внимание, вот этот мерзавец недавно, буквально полгода назад, отдал концы в загнивающей Европе, на западе Германии, в госпитале. Теперь за свои грехи он вместе с Ельциным будет отвечать перед Богом. Ну, у него есть жена Батурина, у него есть дети, очень богатые люди. Это все коррупционеры, бандиты. Конечно же, они использовали методы и схемы выведения денег для того, чтобы особо не пострадать. Но Лужков устроил просто террор в Москве против чеченцев. Чеченцев огромное количество того периода. Вот этот начальник ГУВД Куликов, Рушайло, да, тогда министр внутренних дел, вот этот Лужков, эти люди, огромное количество людей, чеченцев, пересажали, подкидывали, ну, по их приказу. Это был просто вал, это не какая-то там отдельная выходка каких-нибудь сотрудников полиции, милиции, на тот период была. Это была спланированная государственная акция, это был государственный террор по отношению к чеченцам. Избивались, сажались, были случаи похищения и бесследных исчезновений чеченцев. Огромный срок. Просто чеченцев останавливали, предлагали вот в одну руку героин, в другую руку патрон. Выбирай, что хочешь. Вот так чеченцев сажали. Это может тысячи чеченцев подтвердить, которые в то время проживали в Москве. Ну, просто был террор страшный. Нельзя было высунуть носа из дома. Да-да, и по домам ходили, из дома доставали. И многих незаконно осудили. Вот послушайте, что говорит этот мерзавец. Кстати говоря, его жена миллиардерша, его дети миллионеры, и они живут здесь в Европе. Это так для сведения, для русской оппозиции, у которой они украли миллиарды, и для чеченцев. И правительства Чеченской Республики Ичкерия, и правозащитников, активистов, и других молодых людей, что эти люди, заработав на нашей крови миллиарды, здесь в Европе преспокойно проживают. Например, Батурина, которая имеет деньги вот этого Лужкова. И лично я считаю, что чеченскому народу вот она должна вернуть, ну, по крайней мере, большую часть награбленного. Сейчас, после совещаний послушайте внимательно. с Министерством внутренних дел, ФСБ, с Генеральной прокуратурой. После совещания с ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД приняли самые жесткие меры по всем гостям Москвы. Гости Москвы — это чеченцы, на минуточку. Больше других гостей в Москве там не трогают. Конечно, кому-то, может, доставалось, но тот террор, который устроили чеченцам, он не сравним ни с чем. Вот стоят, вот сзади его стоит его заместитель, вот это два мерзавца. Вот заместитель тоже, кстати говоря, тоже подпадает под это дело. Обвинить весь народ и устроить террор. То же самое они устроили. Ну, лайт-версию они устроили, намного лайт-версию, когда в 2008 году они начали войну против Грузии. Чрезвычайщины никакой не будет. Не будет. Но особый режим в Москве мы вводим. Это режим, который обеспечивает большую безопасность москвичей. Я имею в виду особый режим по контролю за транспортом, за тем, что ввозится. Особый режим, в частности, на рынках. Особый режим по нашим гостям. Тем временем спасатели продолжают работу. И по последней информации, в развалинах дома номер 6 обнаружены тела 45 погибших. Александр Хабаров, Андрей... Так, Александр Хабаров. Так, давайте... Так, давайте сейчас тогда чуть-чуть отвечу. Давайте закончим эту тему, потому что тема очень интересная. И было бы хорошо ее вот закончить. Я хотел вам показать Лужкова и хотел показать вам вот этого Куликова. Про Куликова далее. Сейчас я вам зачитаю. Николай Куликов был снят с должности сразу же. Как выяснилось, да, была начата, сказали, что была подготовка проверки всего ГУВД. Она была запланирована на август, но была перенесена на конец сентября. И
Выяснилось, что московская ГУВД занималась крышеванием и сокрытием, да, преступления, так называемое сокрытие, на самом деле крышевание, что тоже, конечно же, имеет место быть, и это ни для кого не секрет. Наркотики, вся преступность и другие там вещи, конечно же, прикрываются МВД и ФСБ, по-другому они существовать не могут, по крайней мере, долго. И ему было предъявлено, что вот Николай Куликов является, не справляется со своими обязательствами, своими обязанностями. И он был уволен. Лужков подключил тяжелую артиллерию, и было подано, Лужков сам подключился, и было подано заявление о незаконности снятия. Ельцин подписал указ вот этого Куликова снятия с должности, и назначить начальником ГУВД имели право, назначать и снимать имели право только по согласованию с главой субъекта, в данном случае Москвы. То есть с Лужковым нужно было это все согласовать, но ничего не было согласовано, и Лужков подал в суд, обжаловали это, выиграли этот суд, Куликова должны были восстановить на свою должность, но что-то пошло не так. И его не восстановили. Потом был назначен, пока вот эта служебная тяжба шла, был назначен президентом, русские избрали, да, надо признать, русские его избрали за то, что он будет топить чеченцев в крови. Поэтому я называю русских, подавляющее большинство, виновных в геноциде чеченцев. Когда Путин стал президентом, он отменил указ, но его не восстановили на эту должность, а перевели на другую должность, дали ему кусочек такого хлеба и сказали, ну ладно, давай, короче, погрызи косточку, песик. Так, давайте я тогда быстро перейду вот к другой новости. Я вам хочу показать Ельцина, выступление Ельцина. Сейчас, одну минутку. Ну, опять тут то же самое Жданович. Вот это надо увидеть. И все. И эту тему мы закрываем, потому что мы уже почти 40 минут потратили. Так, со звуком у нас все нормально, да, я так понимаю? Чтобы не возникало никаких проблем. Скажите, со звуком было все нормально? Если не было, наверное... Так. Вот тут Владимир Рабинович мне пишет по поводу обесчеловечивания, расчеловечивания, да, нас. Вот как раз сейчас Ельцин этим и занимается. Занимались этим все средства массовой информации, но команду они получали от самого верха. И после этого начиналось расчеловечивание и полное уничтожение чеченского народа. Исполняющего обязанности генпрокурора и мэра Москвы, администрации главы МВД, директора ФСБ. Вот сейчас кто собрались, я вам просто поставлю. Сегодня утром в Кремле прошло специальное совещание в связи с происшедшим в Москве, которое провел президент Ельцин с участием руководителя его администрации, главы МВД, директора ФСБ, первого вице-премьера Николая Аксененко, исполняющего обязанности генпрокурора и мэра Москвы. И вот что сказал Борис Ельцин, открывая это совещание. Сегодня день траура по погибшим в Буйнакске и в Москве. Преступники бросили нам новый злодейский вызов. Террористы пытаются запугать Россию. Вы только что видели, да, перед тем, как вот это Ельцина не включили, как ведущая рассказывала, что там собрались директор ФСБ, МВД, Лужков и так далее. Ельцин. Сидят террористы, взорвавшие, убившие своих собственных женщин и детей. Людей, которых они обязаны защищать. Они обязаны ценой своей жизни. Об этом даже речи нет. Скажите, есть ли у русских, у кого-нибудь полководцы, президенты, которые погибали, сражаясь за свой народ, как у нас, у чеченцев? Нет ни одного президента или главы, который погиб. Нет ни одного руководителя ФСБ, МВД и другого, который погиб.
министра обороны, который погиб. Но есть вот, собрались тут убийцы своих же. Представьте, это невероятно. Невероятно. И все это понимали люди, понимаете? И сейчас понимают. Смотрите, что говорит этот жирный Боров. Народ. Они пытаются деморализовать власть. Деморализовать власть. Террористы пытаются деморализовать. Из-под тишка. Из-под тишка. У власти 2%. Вот у Ельцина поддержки 2%. И террористы пытаются деморализовать. Сидят силовики, взрывают своих же русских. И потом говорят, что это сделали чеченцы. Для того, чтобы деморализовать. Они и так деморализованы. Но никто власть не отпускает. И силовики это оккупанты. В России вот эти люди при власти это оккупанты. И они никто ничего не сделал. Никто. Ну там за исключением там единиц. Кстати говоря, хотелось бы зачитать комментарий, который тут сейчас написал Чеченский след. Сейчас я его найду. Я утверждаю, говорит Чеченский след, гольф-клубы Христенко оплачены чеченской кровью. Ходорковский, Агапов стали олигархами на чеченской крови. Это только верхушка айсберга. Это очень много людей в этом замешано. Поэтому это очень трудно сдвинуть с мертвой точки. Но мы будем двигать, потому что другого выхода нет. Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Как дикие звери. Дикие звери крадутся по ночам, убивают спящих, убивают бомбы в густонаселенные районы, да, где много детей и женщин, стариков. Они боятся взять на себя ответственность, скрывая свои имена и лица. Вот так вот. Как звери. Ночью идет полное расчеловечение. Причем это он говорит о себе. Они ночью не называют своих имен, подло убивают своих граждан. И это и есть звери. И об этом говорил Путин, что тоже это нечеловеческая, звериная жестокость. Это тоже я вам показывал, и, наверное, сегодня тоже увидите. Но мы уже знаем. Вот сидит Патрушев, как вы видите. Вот сидит глава администрации, забыл его фамилию. Вот сидит еще один, вот Лужков сидит. Вот здесь с краю, вот рука его видна, вот здесь рука видна. Это Патрушев, террорист Патрушев, который сейчас владеет, заработал себе миллиарды, владеет Россельхозбанком. И его сынок-алкоголик тоже является сейчас министром, по-моему, в новом российском незаконном правительстве. В чьей стороне, на чьей совести лежат эти злодейские акты? Имя преступника – терроризм. В соответствии с законом о борьбе с терроризмом я дал указание образовать оперативный штаб под руководством министра внутренних дел Владимира Рушайла. Расследованием терактов также активно занимается ФСБ. В ближайшие часы будут приняты меры по усилению безопасности во всех крупных городах страны, не только Москвы. Ключевое внимание атомным станциям, стратегическим объектам, нефтехранилищам и трубопроводам. Под особый контроль должна быть взята столица. Здесь он говорит атомная электростанция, нефтепроводы и так далее. Через несколько дней, вот буквально после этого второго взрыва в Москве, взрыв в Волгодонске, где недалеко находится атомная электростанция. Это к моменту, что вот связать и испугать Запад, что вот чеченские исламисты, террористы, каратисты
взрывают там всех и взорвут какую-нибудь атомную электростанцию и как бы заразят весь мир. И тогда уже европейцы вот испугаются. Вот делается уклон на это. Операция, конечно, была продумана, очень сильно хорошо подготовлена. Конечно же, она провалилась, как обычно. Работали топорно, грубо, но самое печальное в этой истории, что не было ни офицеров русских, ни народа русского, который мог бы потребовать не убивать их. Если они позволили убить таким подлым, звериным способом, подло, из-под тишка своих женщин, 307 женщин, детей и стариков, спящих мирно у себя дома, как говорит сейчас вот этот преступник Ельцин, то, поверьте, если сейчас начнется массовые репрессии в Хабаровске, в Москве, их будут уже по бумагам официально расписано, как когда-то это делал СМЕРШ и другие НКВДшные организации, представители НКВД. Русские промолчат, будут ждать. Знаете, когда массовые расстрелы происходили в Ленинграде, тогда еще в Ленинграде, русские не закрывали двери, потому что боялись, что когда постучат в дверь, она закрыта, могут сказать: а вы что-то скрываете, почему вы закрываете дверь? И был собран узелочек с сухарями, с одеждой, там, с едой какой-нибудь там нехитрым скарбом, и он лежал у двери, что когда тебя забирают, ты всегда был готов взять и выйти. Это рабы, они не способны сопротивляться. И вот этот взрыв подтверждает. И будут эти репрессии, будут, потому что по-другому быть не может. Система закручивается, она идет по спирали, будет все сильнее и сильнее закручивать вот эти гайки, потому что будет давление с Запада, давление с мира, мирового сообщества и некоторых людей внутри России, которые, конечно же, смельчаки, но которые просто погибнут. В аэропортах, на вокзалах, рынках, других людных местах вводится усиленный режим охраны. Милиция и городские власти должны проверить все наиболее уязвимые места, подвалы и чердаки домов, складские помещения, бесхозные объекты. Их еще немало в Москве. Срок на исполнение — сутки. Внимание на реакцию Лужкова. Лужков претендует на власть, там все такое. И как бы в плохих отношениях с Ельциным. Юрий Михайлович, сутки. Ответственно заявляю, все ближайшие действия властей будут осуществляться в строгом соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации. И тут должен Ельцин обязательно добавить, как всегда, в строгом соответствии с законом и Конституцией. Прошу вас сделать все для того, чтобы не допустить паники. Надо успокоить людей и обеспечить их личную безопасность. Путин. Успокаивание людей, опять же, здесь каждое слово можно просто комментировать. Успокаивание людей было просто истерией. Вот приблизительно можно сравнить эту истерию во время захвата Крыма, когда было. Когда украинцы просто об Украине, о фашистах в Украине из всех чайников, просто тостеров, чайников, утюгов доносилось, вот из всего электрических предметов доносилось, что украинцы это фашисты, хунта, незаконная власть и так далее. Ущемляют бедных русских. И вот он тут говорит, никакой истерии. Да там такая истерика была, которая просто невообразимо просто как нагнеталась. Как вот этими
мерзавцами и преступниками, так и людьми реально, которые испугались. Приедет, может быть, он мне предложит другую расстановку, но я, Николай Емельянович, старшим за всю эту работу, как первому заместителю председателя правительства, я возлагаю на вас. Вот, теперь мы понимаем, что вот этим делом занимается вот этот Николай Емельянович, по-моему, да, он его называет. По-моему, Христенко, да? Ну, я могу ошибаться. И этот человек, я вас уверяю, абсолютно не последний человек в этом деле. Этот человек очень хорошо посвящен во все. Этот человек также является преступником. Это сходка преступников. Сходка убийц русских. И потом уже убийц чеченцев. Хотя они доубивали чеченцев. Как вы заметили, на этом совещании не было премьера. Он находился в Окленде, где проходит Международный экономический форум. Президент срочно вызвал Путина в Москву сразу же после известия о взрыве на Каширке. И сейчас Путин уже на пути из Новой Зеландии. Перед отлетом из Окленда Владимир Путин прокомментировал трагическое известие из Москвы. Это преступление, причем преступление гнусное. Гнусное. Совершенно очевидно, что это террористический акт. Трудно назвать этих людей людьми. Вот, видите, опять выводить людей расчеловечивание. Вот так нас расчеловечивали. Когда вы расчеловечиваете человека, а потом его кто-то убивает, то тот, кто его убивает, он уже убивает не человека. Да? В его понимании это уже не человек, это не заслуживающий жизни человек. И вот на всех каналах первые лица, сами же организовавшие вот этот террористические акты, вот рассказывают нам, что мы не люди. И вот этот мерзавец стоит и рассказывает. Слушайте дальше. Их даже зверями назвать нельзя. Да, зверями нельзя. Зверями нельзя. Он о себе говорит. Он же говорит о тех, кто взрывал дома, да? Он-то закладывает это как чеченцы. Но реально речь идет... Звери, то бешеные. Бешеные звери. Это вызов уже не государству. Не государству. Это вызов народу. Да, и спрятался Вова сразу за русский народ. Убил русских и спрятался за народ. Давайте теперь всем миром пойдем топить чеченов в крови. И русский народ, прекрасный, добродушный, самый хороший народ на земле, откликнулся и с удовольствием пошел топить чеченский народ, чеченские женщин и детей, переступив через своих женщин, детей, лежащих в крови, убитых вот этими людьми, пошел топить чеченских расчеловеченных женщин и детей. Какой прекрасный народ. Ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким. И сверхжестким. Что могут сделать простые люди? Сверхжесткость называется акт геноцида, военные преступления, преступления против человечности и акт агрессии против суверенного, независимого чеченского государства, которое нашло отражение в заявлении, поданном правительством и правозащитной международной ассоциации «Мир и права человека» в 2018 году, 23 февраля, в Международный уголовный суд в Гааге. Нашел свое подтверждение. Вот эти его жестокие, нечеловеческие методы, которые он решил ответить. Хотя бы проявить бдительность повышенную. Это сделать нужно всем обязательно. Нужно внимательно относиться ко всем случаям подобного тому, который сейчас имел место. Сдача в поднаем служебных помещений, жилых помещений. Своевременно сообщать правоохранительным органам. В Москве 30 тысяч домов, они все будут взяты под контроль. Чуть меньше в других крупных городах России. Все тотально должны быть взяты под контроль. Это будет сделано уже сегодня. Но перед работой чиновникам... Он уже сегодня, он уже возьмет все под тотальный контроль. Я думаю, что будет правильно, если люди сами внимательно будут относиться к тому, что происходит вокруг них. Обязанность государства действовать решительно, энергично, не откладывая ни на секунду. Сейчас у нас на прямой связи наш корреспондент Андрей Румянцев, который находится у дома номер 6 по Каширскому шоссе. То, что только что в оперативном центре общественных связей ГУВД спасателей
что вам, наверное, известно, я слышал в наших материалах, подозревается тот же самый Лайпанов. Как нам существует, естественно, что это им помогут с похоронами погибших. Доставляют в 7-ю, 64-ю, 31-ю и 79-ю городские больницы. Первые пострадавшие от взрыва на Каширском шоссе. Всего 5 человек, 3 из них жильцы этого дома, извлеченные из-под обломков. Они поступили в тяжелом состоянии, сейчас все при операции. Ситуация, конечно, своеобразная, что здесь будет преобладание не пострадавших, а преобладание, по-видимому, погибших. Всю информацию о поступлениях и о состоянии здоровья пострадавших можно получить. Я не буду вам показывать всех вот этих ужасов, больницы, все вот эти тяжелые моменты, но после того, как объявляется террористический акт, объявляется конкретное направление этого террористического направленность, да, в какую сторону идет. И после этого показывается уже вот картинка больных. Ну, конечно, это, в принципе, это нормально показывать больных и раненых, но это укрепляет мнение, что тех террористов надо наказать. Но террористы-то совсем другие указаны, не настоящие террористы указаны, указан весь народ, который ни в чем не виноват был. Так что вот такие вот дела, друзья. Прошу вырезать вот это видео тоже и разместить у себя на канале «Чеченский след. Рязанский сахар». Я потом это заберу. На этом на сегодняшнюю эту тему мы закроем и перейдем к вашим вопросам.